Добрый день, в эфире Антапан на русском. Гость программы – политический аналитик, ассоциированный эксперт Центра изучения политики безопасности Самвел Меликситян. Добрый день, господин Меликситян. Огромное спасибо, что приняли приглашение. На фоне продолжающихся в Турции многомиллионной акции протеста в Вашингтон прибыл глава Министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан. И у него состоялась встреча с госсекретарем США Марко Рубио. В сообщении Госдепа об этой встрече, конечно, среди были разговоры, конечно, широкий спектр тем был, но была затронута тема Южного Кавказа, и в сообщении Госдепа вот такая выдержка, такая фраза. Госсекретарь США попросил Фидана содействовать вопросу достижения мира в Украине и на Южном Кавказе. В данном случае нас интересует вот эта часть, связанная с Южным Кавказом. Итак, попросили Турцию, США попросила Турцию содействовать в вопросе достижения мира на Южном Кавказе. В тот же день состоялась беседа, телефонный разговор Марко Рубио уже с премьер-министром Республики Армения. Я зачитаю небольшие выдержки из пресс-релиза Госдепартамента и официального сообщения с армянской стороны. Пресс-релиз Госдепа. Госсекретарь и премьер-министр Армении, госсекретарь США, премьер-министр Армении согласились, что любая эскалация в регионе неприемлема. Армянская версия. Премьер-министр подчеркнул, что проект соглашения ожидает подписания, то есть он готов к подписанию. И второй такой штрих. Сообщается, что обсудили общие вопросы, связанные с общими интересами, как стратегических партнеров Армения и США, и это Госдеп так сообщает. А армянская служба информационная сообщает, что собеседники обсудили вопросы стратегического партнерства Армении и США, а также региональную повестку дня. То есть, опять же, та же тема. Итак, вопрос, почему США обращаются к Турции с такой просьбой, почему Марко Рубио проводит телефон и звонит премьер-министру Армении. Кстати, в скобках, почему не позвонил также и Алиеву. Звонка в Баку, информации об этом пока нет. Пожалуйста. Здесь, конечно, много разных вопросов. Да. Мне кажется, что... Это просто тема одна. Да. Если пытаться логически рассуждать, да, конечно, Турция – это страна, которая обладает известными рычагами влияния на Азербайджан. Считается, что также Азербайджан является страной, которая может повлиять на позицию Турции. Да, и сейчас мы видим, что турецкая сторона, как минимум на риторическом уровне каких-то символических шагов, она демонстрирует большую степень готовности как-то сигнализировать, да, Армении, что готова урегулировать отношения в большей степени, чем, например, азербайджанская. И, конечно, в этой связи Турция рассматривается для Соединенных Штатов, да, со стороны Соединенных Штатов, как ключевая страна, которая может, с одной стороны, иметь интересы на Южном Кавказе, имеет известное влияние на Южном Кавказе, и имеет определенные инструменты воздействия на стороны, в том числе на Азербайджан. Насколько этот расчет правильный, насколько он может быть реализован, трудно судить. У Азербайджана все-таки есть собственная повестка и видение того, как будут развиваться, да, армяно-азербайджанские отношения. Азербайджан, конечно, хочет получить либо какие-то гарантии, которые он не может сейчас получить, либо какие-то уступки, которые пока не получаются, ее не устраивают, да, и в этой связи азербайджанская сторона пытается затянуть процесс, турецкая сторона пытается педалировать до завершения украинской той же войны, потому что дальше есть некоторая вероятность, что Россия вернется, да, в это состязание за Южный Кавказ. И в долгосрочном плане интересы Турции, как в украинском вопросе, так и на Южном Кавказе, они имеют очевидное противоречие с интересами российской стороны.
Относительно звонка Марко Рубио Николу Пашиняну, конечно, это тоже укладывается в новую, так скажем, политику, да, новой администрации США, которая сформировала свою риторику по отношению к Армении. Пока что это было довольно обрывочное заявление, да. Тот же Марко Рубио говорил с Хаканом Фиданом еще в январе, да, кажется, когда по вопросу Сирии упоминал урегулирование на Южном Кавказе среди двух важных тем. В этот раз тоже это было, значит, опять Украина, Сирия и Южный Кавказ. Мы видели, что Стив Уитков говорил о том, что если США и он видят, что какие-то конфликты могут быть решены, то есть США стоит в это вовлекаться, но если он видит, что не могут быть решены, то есть, наверное, их не стоит касаться. И в качестве примера привел Украину, Иран и армяно-азербайджанские отношения. С учетом того, что эти усилия продолжаются, видимо, есть некоторое такое видение, что стоит приложить усилия новой администрации, чтобы достичь результатов. Видимо, но не уверены в исходе. Из всех да? конфликтов, я думаю, все-таки это самый легкий Который? для решения, армяно-азербайджанский, ну, для таких стран, как Соединенные Штаты, да, если будут приложены те же усилия, что даже меньше усилий, чем в российско-украинской, например, конфликте, потому что, собственно, главный предмет и объект конфликта, он завершился, да, это вопрос статуса Нагорного Карабаха, в целом существования Нагорного Карабаха как армянского какого-то субъекта, даже объекта с армянским населением уже нет, и, соответственно, как бы сейчас у нас есть некоторая инерция и постконфликтное развитие, когда Азербайджан пытается уже действовать в рамках нового конфликта, который он создает. Да, это уже не карабахский конфликт, это уже новый конфликт между Арменией и Азербайджаном, где Азербайджан пытается получить какие-то преференции, какое-то долгосрочное преимущество над Арменией, или просто затягивает время, чтобы посмотреть, какие будут развития международное или в самой Армении, чтобы понять, как ей действовать. Вот в этом смысле, если новая администрация приложит усилия, мне кажется, она сможет достичь результатов. Вопрос в том, что будет дальше, да. Если опять вернемся к вопросу, почему через Турцию, почему через Фидана США пытаются воздействовать на ситуацию здесь. Помним, как был открыт контрольно-пропускной пункт в Маркара. Он был открыт, сейчас тоже он открыт на 10 дней, сроком на 10 дней, только для того, чтобы фуры или машины с гуманитарной помощью проехали через армяно-турецкую вот эту открытую границу, участок такой маленький, в Сирию, да, доставка гумпомощи. Очень большой шум был поднят со стороны Азербайджана, и, по-моему, в Турции ряд и чиновников, и средств массовой информации, они клялись, божились, что нет, речь не идет об открытии границы. То есть здесь вопрос влияния Баку на Анкару, влияния Азербайджана на Турцию. А здесь пытаются показать или пытаются создать ситуацию, когда Анкара повлияет на Баку. Да, в данном случае, опять же, мой вопрос был, почему звонок Пашиняну, но не Алиеву, почему через Фидана пытаются дотянуться, может быть, до Алиева. Теперь посмотрим все-таки, кто на кого влияет. Алиев на Эрдогана, Эрдоган на Алиева. Или Эрдоган на Алиева. Это сложный вопрос. Конечно, Алиев обладает Азербайджаном известной долей влияния на Турцию. Есть распространенная точка зрения, что это, во-первых, и азербайджанские инвестиции, это азербайджанский лоббинг, в том числе и поддержка. Мы знаем, что Азербайджан активно поддерживает также разные исследовательские центры, think-танки, да, так называемые, мозговые центры в Турции, оплачивает их, определенные заказы, да, в том числе по армяно-турецким, значит, отношениям, чтобы исследования эти или их рекомендации, они носили проазербайджанский характер. Но мне кажется, что все-таки это, если Турция не захочет, да, это вряд ли она так уж уязвима для азербайджанской стороны. Здесь есть ключевой фактор. Даже отказ Турции поддерживать Азербайджан в случае военной эскалации, это уже очень хороший результат для
для региона, если это будет очень четко выражено, да, мне кажется, это практически снимает высокую степень вероятность того, что будет такая эскалация. И поскольку у Баку уже нет других аргументов, вот это дистанцирование Турции со временем, да, отход ее позиции от полной поддержки Азербайджана в даже более нейтральную, это уже для Армении будет важным шагом, важным результатом. Хочет ли Турция на этой стадии идти на такой шаг, трудно судить. И в чем ее мотивация, да, к самостоятельному урегулированию отношений с Арменией. Ну, собственно, сама Армения, если представить, что отношения Армении с Азербайджаном не будут урегулированы, будут урегулированы с Турцией, не очень представляет не очень большой интерес для Турции. Да, это тупик, по сути, закрытая страна, и даже с точки зрения транспортных коммуникаций просто возможность путешествовать из Игдыра в Ереван или куда-то там Мегри, это не очень интересно турецкой стороне. А вот если открываются региональные коммуникации, это, конечно, более интересно, и Армения это кратчайший путь по территории Армении лежит в Азербайджан, если дальше в Центральную Азию и прочее. Но с другой стороны есть отношения Турции с Западом, которые испытывают кризис последние десятилетия, особенно последние 10 лет, да, с новой политикой Эрдогана, с его конституционными изменениями в Турции, и региональное вмешательство в Сирию и прочее. Да. И вот мне кажется, здесь Турция заинтересована, то есть она может продать урегулирование отношений с Арменией как важный капитал в ее отношениях с Европой и с теми же Соединенными Штатами. И вот именно этот фактор как-то, он, конечно, пока что слабо нащупывается, да, но если будут какие-то тенденции развития в европейско-турецких отношениях и в американо-турецких, понятно, что вот этот интерес возрастает. Чем более изолируется Турция, и чем меньше у нее интереса к отношениям с западными странами, конечно, тем меньше перспектив, что Турция начнет самостоятельно, придаст самостоятельную ценность Армении как фактору. Да? Но если мы полагаем, что Турция укрепляет отношения с Евросоюзом, ей надо что-то показывать на армянском фронте. С Соединенными Штатами надо показывать. Спасибо. Вы сказали продать, Турция попытается продать тему Южного Кавказа. Но это если Алиев подастся. И вы чуть раньше использовали вот такую формулировку «состязание России за Южный Кавказ». И тогда вопрос, вопреки интересам России, ведь если Турция пытается продать эту тему, первое, Алиев должен, в принципе, быть под влиянием, оказаться под влиянием Турции. И второе, идет ли это вразрез интересам России, продать в какой форме? Ну, да, если идет состязание за Южный Кавказ. Прошлого вопроса. Если Турция откроет границу с Арменией и урегулирует отношения, будут установлены дипломатические отношения, это сразу выбивает из-под ног Алиева один из главных козырей. Это блокада Армении. Да. И отсутствие возможности, да, потому что территория Турции для Армении это очень интересная территория. Мы видим, что почему сейчас грузы в ту же Сирию идут, да, по Турции. Но это самый короткий путь, да, и в будущем, если будут открытые границы, это доступ Армении к рынкам Восточного Средиземноморья, арабским странам. А мы знаем, что вот на этом рынке армянские товары, даже сигареты, да, они пользуются очень большим спросом. У нас с Ираком там огромный товарооборот, где львиную долю занимают те же сигареты, например. Да. И переходя к региону, конечно, если мы предполагаем, что вот здесь урегулируются армяно-турецкие отношения, дальше армяно-азербайджанские, это автоматически означает другую роль России, даже если не происходит каких-то кардинальных изменений, но рычаги влияния России на Армению и на Азербайджан, они существенно уменьшаются, да, потому что главная причина, почему Армения так сейчас зависима от России, это Турция и Азербайджан. Причем Турция и Азербайджан в связке. Если мы разрываем эту связку и остается только Азербайджан, и для Армении тоже эта мотивация сильно уменьшается, да. И то есть ее зависимость от экспорта в Россию тоже уменьшается и прочее. То есть открытие границы с Турцией, регулирование отношений для Армении это очень важная опция и много возможностей. Поэтому, собственно, Азербайджан и шантажирует и пользуется этой темой. России выгодна вот эта нормализация отношений Армении с Турцией в данном случае? Нет, России, конечно, не выгодно это. Баку выгодно?
Баку... Только я пример КПП привела. Маленький участок был открыт, и такой шум. Нет, гам. Баку невыгодно до того, Столько- как Армения не выполнит ее условия. Вот. И, собственно, Баку этого и боится, потому что если она потеряет этот рычаг, ну, тогда армяно-азербайджанская, даже закрытая, если представим, граница, с армянской точки зрения, она не так проблемна, как даже граница с Турцией. Граница с Турцией, это, как я уже сказал, это доступ к Восточному Средиземному морю и даже Северной Африке и к Европе. То есть сразу альтернатива Грузии, которая сильно загружена, да, и Да, можно ли считать, что Баку является проблемой сейчас для США в этом вопросе? Помним, после последнего телефонного разговора, неделю назад был телефонный разговор, да, из США в Баку. После этого Алиев в ежедневном режиме начал давать сообщения о том, что якобы с территории Армении ведутся обстрелы территории Азербайджана. И совершенно непонятно, все были в недоумении, что это за сообщения, почему такие сообщения идут, потому что и Армения опровергает, и евронаблюдатели опровергают, да, все это видеть не составляет большого труда увидеть, да, действительно производились эти обстрелы или нет. Итак, вопрос, Баку проблемно для США, вы считаете? Да, конечно. Но эти обстрелы начались, они параллельно, точнее, сообщения об обстрелах начались сразу после того, как армянская сторона заявила, что согласна по 2 пунктам мирного договора, на которые она ранее не соглашалась, да, на требования Азербайджана, и это сразу было очень такой любопытно. Армения закрывает все вопросы, оговорки, Азербайджан открывает новую эскалацию и пытается как-то вот этой шумихой как бы закрыть эту тему, да. Мне кажется, конечно, позиция Баку сейчас главное препятствие с точки зрения и западной, и турецкой для урегулирования отношений, для окончательного разблокирования региона и ослабления влияния России, долгосрочного причем ослабления, да, потому что мы понимаем, что если действительно вот эти конфликты закрыть, это значит и российская база отсюда уходит рано или поздно, это значит и экономика диверсифицируется, и зависимость от России уменьшается. И если мы предполагаем, что еще Центральная Азия начнет подключаться к энергетическим проектам, это означает, что и даже Европа ослабляет свою зависимость от российских энергоносителей, хотя в Европе сейчас есть также долгосрочный план перехода к зеленой экономике, да, к возобновляемым источникам, и они в любом случае этот вопрос решат. И Армения тоже потеряет, если мы предположить, что из Центральной Азии здесь через территорию Азербайджана и Армении будет идти газ на запад, но мы тоже получим альтернативу, и это для нас хорошо, да, как минимум. Но это все если эти вопросы да, эти решаются. если. Теперь вы, насколько я помню, вы сейчас подтвердите, на вопрос России выгодна нормализация отношений Армения-Турция, вы сказали нет. Нет, да. России выгодна нормализация отношений Баку-Ереван, Азербайджана с Арменией? Нет, если там нету какого-то фактора посредничества России, конечно, нет. То есть можно считать, что вот и Баку пытается блокировать, можно сказать, или как это можно охарактеризовать, какое слово можно использовать, ну, воспрепятствовать подписанию мирного договора. Да, все разные словосочетания используют, но суть одна. Баку отказывается или Баку не идет в направлении подписания мирного договора. Это, в принципе, в интересах России также. Да, конечно. Чем больше сопротивляется Баку, тем лучше для России. Потому что если Баку отказывается от вот этого и соглашается, ну тогда что остается? Тогда и никакого российского посредничества не нужно, и зависимость от России ослабевает и у Армении, и у Азербайджана. Ну и понятно, так, да, сценарий, и который... означает ли вот эта попытка Марко Рубио, попытка США через Турцию решить этот вопрос, тоже увенчаются неуспехом? Потому что здесь они работают не с Турцией, не через Турцию, а имеют дело с Москвой. Вы, используя опять вашу формулировку, состязание. Россия сейчас вовлечена в состязание за Южный Кавказ. Да, конечно, никаких гарантий, что будет успех, нет, потому что у России все-таки присутствие в регионе более ощутимое, серьезное. Россия
она все-таки считает, что бывшая территория бывшего Советского Союза это ее зона влияния, и очень сложно, и обладает рычагами воздействия, в том числе на Алиева. Плюс склонность азербайджанских властей по разным причинам, да, затягивать конфликт. Это, очевидно, тоже из козырей, которые российская сторона может использовать и, в принципе, будет использовать. И было сообщение, конечно, конкретного сообщения не было темы, но было сообщение, что переговоры Путина с Трампом, они не будут вестись только по вопросу Украины, а не только по этому конфликту. А было сообщение, что не только экономические вопросы и не только Украина. Можно ли считать, что и Южный Кавказ тоже возможно? Вы считаете возможно? Понимаю, что это если бы да кабы, но все-таки возможно или нет, чтобы Южный Кавказ был темой в числе других вопросов переговоров Трамп-Путин? Скорее всего, они эти вопросы обсуждают, но я не думаю, что там обсуждают именно как в таком ключе раздела сфер влияния пока что, да, но то, что обсуждают эти вопросы, скорее всего, невозможно без этого обойтись, но то, что все-таки Соединенные Штаты по данному вопросу с самого начала обращаются к Турции, да, первое заявление по армяно-азербайджанским отношениям новой администрации, это именно разговор с Хаканом Фиданом, того же Марко Рубио. Это показывает, что повестка по Южному Кавказу, она иная, чем по Украине, да, и здесь они пытаются играть самостоятельную роль и разделять логику этих процессов. Насколько это увенчается успехом и вообще как они будут продолжать процесс, да, и одно дело заявлять, и другое доводить до конца. Вот это ключевая проблема. Спасибо. Смотрим Европа. Парламент Армении принял законопроект о начале членства в Европейский Союз. Принятие закона, говорят представители правящей партии, не означает проведение референдума, но речь идет о политической воле. Вопрос такой, да, политическая оппозиция, она говорит, это дорога в никуда, это процесс, который не имеет положительного окончания, вы идете, да, в никуда, нет никакой перспективы. Ваша оценка? Зачем, почему Национальное собрание приняло этот законопроект? Дальше что предполагается? И как будут развиваться взаимоотношения Армении и Евросоюз? Я просто приведу также слова спикера парламента Армении пару дней назад. Он назвал несоответствующими действительности разговоры о том, что Армения сменила вектор. И также Ален Симонян, еще фразу приведу от Алена Симоняна и уже предоставлю слово вам. Ален Симонян говорит, итак, страна не меняет вектор, это все неправильные, не соответствующие действительности разговоры, и мы никогда не говорили, что разрываем отношения с какой-либо страной, то же самое касается и России. И просто здесь тоже напомню, что Россия в свое время говорила, что начало процесса вступления Армении в Евросоюз означает также начало процесса выхода из ЕАЭС. Невозможно быть членом ЕС и ЕАЭС. Мне кажется, Армения сейчас пробует как вариант, то есть вот эту политику евроинтеграции, посмотреть, какова будет реакция европейской стороны. Понятно, что в одностороннем порядке вступить в Евросоюз невозможно, иначе там было бы сейчас больше стран, чем есть, да, и на Балканах мы знаем, и Грузия, Украина и Молдова. Но это вот Армения показывает эту свою волю. Дальше как будет вести себя Евросоюз и готов ли Евросоюз к глубокому действительно какому-то процессу, это такой вот большой вопросительный знак. Мне кажется, конечно, как и любой процесс политический, он не односторонний. При этом Армения, конечно, она демонстрирует, что она отходит от старой до 2020, 2021, даже 2022 года до политики исключительной, значит, очень непропорционально высокой доли отношений с Россией в ущерб остальным. Насколько будет эффективна вот эта диверсификация, да, и развитие вот по всем возможным направлениям отношений, это вопрос времени. И как на это отреагирует тоже Россия, это вопрос времени, какая будет эта Россия, потому что Россия после украинской войны тоже, как она будет развиваться, как она будет действовать в разных регионах, это тоже пока непонятно. Я думаю, в том числе и в России пока непонятно. Но вот
такие неопределенные времена Армения ведет себя таким же неопределенным образом. Да, она, с одной стороны, показывает, что хочет диверсифицировать отношения. Понятно, если бы не было российского фактора и препятствий, и Европа хотела бы принять Армению, и если бы спросили, куда вы хотите, я думаю, 100% все сказали, что это Евросоюз. Да? Как минимум, нынешние армянские власти, и у нас бы проблем не было. Но поскольку это сложный процесс, долгий процесс, вот это такая демонстрация намерений и следствие тех изменений, которые произошли во внешней политике Армении за последние 4-5 лет. Вот принятие законопроекта о начале членства в ЕС совпало по времени с визитом, там день, может быть, разницы, был визитом министра иностранных дел Ирана в Армению. И там были обговорены вопросы торговли, в 3 раза планирует увеличить торговый оборот, и, кстати, в рамках ЕАЭС. И считаете ли вы, что проходили также и консультации по этому вопросу членства в ЕС с иранской стороны, и Иран, в принципе, получили положительную оценку со стороны Ирана. Иран ничего против вот этого процесса евроинтеграции Армении не имеет. Вы считаете это случайно, или все-таки проходили консультации, или проходят консультации с иранской стороной также? Я думаю, каких-то консультаций по этому вопросу нет. Вот здесь ключевая проблема любой политики, когда очень много закрытых таких карт, да, и когда, например, вот эта теория, игра есть, да, когда кто-то произносит слово, потом передает другому, и к концу это получается совсем другое слово. Вот у нас всегда такие риски картину настолько исказить, что в конце будет вообще абсолютно другая картина. Мне кажется, что все-таки Армения очень высоко ценит, и для Армении очень важен Иран. Иран – это серьезный гарант безопасности южной части Армении. Иран хотел бы, вероятно, также даже большего присутствия на территории Армении, даже военного, но вот армянская сторона пока не идет на это, и армянская сторона, она более осторожна в этом вопросе, но при этом армянская сторона заинтересована в сохранении дружественного формата. И мне кажется, то есть, вот в этом сложность всей армянской внешней политики, что нужно балансировать между Россией, которая не очень дружелюбная, но от которой Армения сильно зависит, Ираном, с которой у Армении серьезных политических конфликтов нет, но эти конфликты есть у Запада. При этом с Западом, с которым у Армении сейчас уже нет таких серьезных разногласий по видению будущего региона. И еще Турция, Азербайджан, и вот все эти факторы надо учитывать, и непропорциональное усиление одного ведет к каким-то проблемам. Неизбежно это сближение Армении с Западом вызывает нервозную реакцию Ирана, очевидно, но мне кажется, сейчас также определенная настороженность здесь потому, что есть между Россией и США по Украине и даже по Ближнему Востоку они там договорились, да, какие-то сотрудничества по каким-то вопросам, и это не может не пугать Иран, потому что Россия, она имеет склонность договариваться за спиной стран, которых она по разным причинам объявляет своими союзниками, в кавычках. И мне кажется, то есть, такое глобальное стратегическое недоверие к России, оно есть, и, во-первых, в основе иранской идентичности политической, и, во-вторых, в этих процессах не может не быть, поэтому Иран разделяет армянский вектор своей внешней политики, и Армения разделяет иранский вектор своей внешней политики. То есть это то, что не вписывается в вот такие макроинтересы и макросюжеты этих отношений. То есть вроде Армения со странами, с которыми у Ирана плохие отношения, хорошие отношения, и наоборот в случае Ирана. Но у Армении и Ирана отношения хорошие, это такой стратегический интерес, потому что если не будет общей армяно-иранской границы, это плохо не только для Армении, но в перспективе очень плохо также для Ирана. Да, теперь вернемся и посмотрим, какие перспективы, как вы думаете, какая судьба будет у этих 17 договоренных 17 пунктах и мирного договора. Вроде бы, сколько, больше, чем 58, по-моему, стран, там была такая цифра, я, конечно, не считала, больше 50 стран и
поздравляли и радовались этому факту, что вот, наконец, Армения и Азербайджан пришли к общему знаменателю, а вроде ни к какому общему знаменателю не пришли. Мы так, во всяком случае, в Армении расцениваем. Считаете ли вы, что Алиев все-таки пытается наладить, нормализовать отношения с Арменией, или это не его тема? Первое, он тянет время, пока, например, в мае будет встреча в Москве. Второе, ждет. Это все вопросы, которые сейчас обсуждаются в армянском обществе. Ждет часа X, чтобы ударить. Удар по Сюнику – это есть удар по Ирану. Они ждут какого-то часа X. Может быть, там вопрос Израиля. Итак, что делает Алиев и какова, вы считаете, будет судьба сейчас? Какой вы видите, во всяком случае, перспективу подписания мирного договора? Стороны идут к мирному договору или к войне? Вот это опять роль очень неблагодарная, да, гадать, когда мы не знаем, что вы видите, что творится в голове у Алиева, или тем более, ну, понятно, что сейчас важнее, что у него в голове творится, и как будут развиваться международные отношения, потому что все-таки один Алиев такие вопросы не может решить, иначе бы давно решил, да, потому что, ну, в 2021 году Армения была объективно слабее, в 2022, 2023, 2024, чем сейчас, да, понятно, что чем дальше затягивается процесс, и, собственно, он же об этом говорит, что Армения вооружается, говорит о каком-то реванше, фашизме армянском и прочее, потому что его действительно пугают вот эти темпы, не то что темпы, а то, что действительно... Сам факт. Да, сам факт того, что это есть какое-то накопление каких-то ресурсов и нет результата. И мне кажется, основная цель Азербайджана, конечно, давить, не прибегая прямо пока что к каким-то военным инструментам. И эта логика, она видна как минимум с сентября 2023 года, когда к этому инструменту, к которому Азербайджан раньше прибегал очень охотно и очень демонстративно, не скрываясь, он уже не прибегает или прибегает, ну, так, очень-очень-очень-очень-очень необычных, так скажем, ситуациях, да, вот с конца 23 года у нас не было того же стиля поведения, который был до этого, и который, очевидно, то есть был связан с процессами, да, политическими. И как закончится вот этот этап армяно-азербайджанских отношений, он очень интересный, потому что если мы ничего не решаем, и продолжается вот такая просто война нервов и война риторик, вероятно, ему придется когда-нибудь опять возобновить этот инструмент, потому что классическими методами, да, сложившимися, не военными, он результатов не добьется. Мне кажется, сейчас основная его цель как раз пугать каким-то военным инструментом для того, чтобы получить все-таки правовые, политические какие-то преференции. То есть, если представить, что он завоевывает тот же коридор, так называемый, через Сюник, ну, одно дело, когда ты получаешь коридор в результате межгосударственного договора с четкими гарантиями, с четкими механизмами, которые признаются международным сообществом, это международный договор, и ты, то есть, десятилетия можешь пользоваться этой дорогой на преференциях, которые ты получил. И все признают, то есть можешь торговать с любой компанией международной и прочее, прочее. И другое дело, если ты захватываешь территорию, которую не признает международное сообщество, пытаешься, например, через эту территорию торговать с кем-то. Тут есть риск санкций, есть риск того, что через какое-то время придется все это отдавать, потому что, ну, то, что взято силой, оно как бы существует до тех пор, пока у тебя эта сила есть. А у Азербайджана все-таки не такие масштабы, не такие ресурсы, чтобы считать, что он будет региональным гегемоном, и те процессы, которые могут происходить в той же России или в Иране, никак на нее не подействуют критическим образом. Да? Или что вот армяно-турецкие отношения всегда будут вот на таком уровне, как сейчас. Да? Потому что, ну, в долгосрочном плане понятно, что мы сейчас исчерпываем последние, так скажем, угольки армяно-турецкого конфликта и вражды, потому что объективных оснований у этого конфликта политических не остается. Остается какая-то инерция и попытка вот на основе этой инерции заработать или все-таки выдавить последние какие-то преференции, да, для себя с турецкой стороны. Поэтому мне кажется, что в долгосрочном плане у Азербайджана эта политика, она содержит риски, и поэтому причина вот такой
с одной стороны, не хочется подписывать мирный договор, отдавать Армении карт-бланш на тоже регулирование с Турцией, открытие границ, возможности для еще большего экономического развития и роста. И, по сути, когда у Азербайджана, то есть другая, да, структура экономики, которая себя исчерпывает. У Армении вот самый тяжелый период ее экономического кризиса, он все-таки в прошлом, то есть и страна как-то восстанавливается. И вот этот расчет, что вот и существует вот такая разная динамика, и в будущем это может быть опасным для Азербайджана, мне кажется, азербайджанские власти имеют, но мне кажется, здесь еще важно то, что чем больше Азербайджан будет давить, тем более обратный эффект это будет иметь, вот, начиная как минимум со стадии после потери Нагорного Карабаха, потому что даже если что-то они смогут взять силой, удержать не смогут. Удержать не по разным... потому, что Армения сможет отстоять, а потому, что мировое сообщество или, скажем, какие-то правила игры существуют. Да? Вы считаете, все-таки правила игры есть существуют? Некоторые риски, мировые? Во-первых, восстановления вот этих правил, во-вторых, то, что и Армения действительно будет постоянно этому как минимум угрожать. И мне кажется, что все-таки вариант устраивания геноцида и уничтожения государства, даже с той бравадой, которая есть в Азербайджане, они все-таки это не смогут сделать. То есть это уже экзистенциальная война за уничтожение. И такое повышение ставок, когда ты можешь просто открыть границы и позволить нормально существовать, это даст сразу же выгоды, да, азербайджанской стороне, разные экономические, меняет роль Азербайджана в региональной вот этих коммуникациях и прочее, прочее. Вот это все-таки очень иррациональный вариант, с учетом того, что даже то, что Азербайджан потерял в 90-е годы, да, и вот те же 7 районов, и то, что там какая картина там сложилась после того, как Азербайджан вернул эти территории обратно, Азербайджану десятки лет потребуется, чтобы превратить эти территории в нормальные, функционирующие как часть нормальной страны, да, и сейчас рисковать еще большим, чтобы в будущем опять восстанавливать или инвестировать огромные средства в какие-то вот эти сомнительные достижения, мне кажется, это расчет, что Азербайджан будет работать в ущерб, да, в минус будет работать десятилетиями, тратить ресурсы, которые уже не будут так быстро восстанавливаться, потому что и демографический вот этот подъем, и структура, когда рождалось больше 3 детей, да, больше 2 детей в семье, то есть было воспроизводство населения, это не работает. Даже Азербайджан уже превращается в классическое европейское стареющую нацию, да, азербайджанская нация, и экономика теряет прежние вот эти факторы роста, и в долгосрочном плане, конечно, если рассчитывать таким образом, то, что они действительно считали в случае с Арменией, то, что если Армения даже ничего не делает, просто не подписывать мирный договор после 1994 года, рано или поздно разница ресурсов стран будет такая, что Азербайджан вернет себе эти территории. Этот расчет оправдался. Да, они накопили ресурсы, они военным путем вернули эти территории. Но теперь они вкладывают в восстановление этих территорий и уже не поднимаются, да, как сильно. И ВВП Армении, мы знаем, сейчас на душу населения выше, чем в Азербайджане. И вот все те достижения, которые были раньше, уже... То есть разница между странами уже не такая существенная. И я думаю, это пугает, в том числе и азербайджанскую сторону. Можно ли говорят много о том, что вот потери территории, вы сказали, 7 районов, а также такое количество беженцев это в Азербайджане. Это результат развязанной самим Азербайджаном войны. Азербайджан потерял территории в результате начатой им же войны, и столько беженцев. Это тоже результат ведь войны Азербайджана против населения Нагорного Карабаха. Так ведь? Знаете, вот это как детская логика, да, дети же не понимают последствия своих поступков. Например, он берет в руки нож, ты говоришь, можешь порезаться, он в итоге берет и порезался. И начинает обвинять, то есть он не видит этой четкой причинно-следственной связи. Вот в случае с конфликтом армяно-азербайджанским, это ведь тоже так, то есть они видят последствия. Последствия — это очень много беженцев, это 7 взятых армянских стороной районов, это разрушенные районы, да, и здесь, конечно, надо тоже иметь определенную справедливость и сказать, что то, что армянская сторона натворила на территории этих районов, это был
это было, как я это характеризую как такое варварство, да, потому что это было неправильно. Но если исходить из того, что это было действительно выбор, который азербайджанская сторона не оставила Армении, да, мы много раз, по-моему, этот вопрос обсуждали. Каждое село в Нагорном Карабахе, которое они брали с 91-го, еще во время Советского Союза, да, то есть операция «Кольцо» печально известная, там не оставалось армян. И в Шаумяновском районе то, что они целый район взяли, и там осталось несколько сот человек, по-моему, около 200. И всех этих людей нет. Куда они исчезли? Вот. Взяли район, люди остались, могли бы создать условия, сказать, живите. Нет, в Кадрутском районе в 2020 году тоже не осталось никого, и как-то никого не приглашали. В Кадруте стоят мечеть, в Мадагысе строят мечеть. Это территории, где никогда не было мечети, никогда не было местного азербайджанского населения. Я помню, один раз сказал, что в Кадруте никогда не жили азербайджанцы. Мне сказали, что там было 100 азербайджанцев к концу советской власти. Это были азербайджанцы, которые попали туда из соседних районов. Кадрут — это населенный пункт, который всегда был армянским. То есть, как он существует под названием Кадрут, там азербайджанцев не было. И это очень несложно проверить. То же самое Мадагыс, то же самое любой практически населенный пункт, за исключением нескольких сел Шушинского района, которые в 20 веке возникли, или в конце 19-го, там, азербайджанской части Шуши, там, Мали-Бейли и прочее. Да? Наверное, самое старое азербайджанское село на территории Карабаха — это маленькое село Салакятин в Кадрутском районе. Оно есть в 18 веке, как там жители мусульмане. Причем непонятно, это могут быть и перешедшие в ислам армяне, потому что часть карабахских азербайджанцев или зангезурских — это перешедшие в ислам армяне, например. Вот когда они этого не понимают, они видят результат. То есть они отчитывают конфликт по результатам. 92 год — это Ходжалы, например, да, говорят. Вот армянская сторона устроила Ходжалы, поэтому она не имеет права что-то говорить. Хорошо, с 88 по 92 год ничего сопоставимого с Ходжалы в Армении не было. Но был Сумгаит, были бакинские погромы, да, очень жестокие. В Кировабаде была попытка, просто не смогли, потому что там была сегрегация на две части города, там правая часть армяне, левая азербайджанцы. То есть 4 года вот этого всего не было. Тогда кто был? Почему была такая вражда, такая ярость, такая ненависть? Ходжалы не было. Чем вы объясните вот эту жестокость? И то, что в Шаумяновском районе или в селах, которые брала азербайджанская сторона, не оставалось армян. Значит, причины конфликта все-таки не в Ходжалы или в 94-м, да. До этого логика же азербайджанской стороны — это сторона, которая должна была предложить карабахским армянам возможность жить в Азербайджане. Это был вопрос того, либо армяне говорили: у нас проблемы, у нас нарушаются наши права, мы хотим попасть в состав Армении. Мы не хотим продолжать участь нахичеванских армян. Да, они говорят: мы хотим в состав того Армении. Же Санахичевана. Хорошо, армяне ошибаются, вы говорите: ребята, вы ошибаетесь, вот мы вам решим этот культурный вопрос, и у вас будут вот решены на то, на что вы жалуетесь, начнем инвестировать. Горбачев пытался так начать инвестировать в экономику Карабаха, и в итоге оказывалось, что поскольку эти средства распределял Баку, они направляли на заселение Нагорного Карабаха азербайджанцами. Тот же Ходжалы, который был маленьким селом, да, к 80-е годы, он за 3 года превратился, население в 2-3 раза выросло его, да, и, например. То есть это была политика заселения тоже Нагорного Карабаха. И вместо этого начались сразу погромы. И началось оправдывание этих погромов. Да, и вот такая логика конфликта, она очень нездоровая и говорит о том, что отношения были очень проблемными, как минимум. И непризнание этого, и поиск оправданий результатами, которые уже были с 92-го, а точнее 3-го года, потому что до 93-го года армянская сторона все-таки проигрывала в стратегическом плане войну. Наверное, с декабря 92-го начали уже что-то армянские силы брать, да, и перелом наступил в войне. С апреля 93-го, вот, по-моему, завтра начало Кельбаджарской операции, которая стала переломным в 93-м году в Карабахской войне. Вот прям самым серьезным переломом. Вот за год армянская сторона действительно взяла эти 7 районов, она разрушила многие поселения, города и прочее, но оставили ли они выбор карабахским армянам жить в составе Азербайджана предыдущие 5 лет конфликта? 5 лет был конфликт, и эти люди жили в анклаве, в блокаде. Они были слабы изначально, и если им предлагали рациональную... потому что люди же, они не глупые, да, если все списывать на то, что они глупые, агрессивные, националисты, дашнаки, но если ты не можешь попасть в этот регион
когда тебя избивают в аэропорту, когда там Сумгайит устроили армяне и прочее, прочее. То есть, когда просто тебя выдавливают постепенно, и ты, одно дело, когда ты на это смотришь со стороны, а когда это происходит с тобой, с твоей семьей, когда ты понимаешь, что ты либо вот покинешь Степанакерт, либо покинешь Мартакерт, Мартуни, либо должен воевать, да, и если, раз они хотят выгнать тебя, лучше уж ты выгонишь их. Ну, вот это логика конфликта, которая сложилась с начала 90-х. И эту логику не только армянская сторона, да, внесла в конфликт. Это Азербайджан активно и очень радостно ее поддерживал, пока не начал проигрывать в этой войне. Вот в этом фундаментальная проблема понимания. А масштабы трагедии, они, конечно, они большие для азербайджанской стороны Первой войны. Это серьезная травма, которая стала таким нациообразующим фактором, потому что все-таки у азербайджанской идентичности меньше таких камней, якорей, чем у армянской. Ну, у нас за последние 1000 с чем-то лет, например, Месроп Маштоц — это фигура ключевая в идентичности. Да? Там был период церковной идентичности армянской, и Месроп Маштоц святой. Да? Аварежская битва — это такой важный фактор идентичности. И до сих пор Месроп Маштоц — это святой, это очень переосмысливается как такой теперь это культурный деятель, да, национальный деятель, не как религиозный, как в начале, например, V века. Но наши столбы, их много таких, да, они есть, какая-то церковная архитектура, еще какие-то вещи, которые уходят в большую глубину. В случае с Азербайджаном можно, этой глубины нет, и поэтому там, например, они не видят проблему, когда церковь армянская превращается в албанскую, а потом в азербайджанскую. То есть они могут с этими символами жить, и это им не очень мешает, даже если уничтожаются, да, там, но объявить как минимум азербайджанской могут. Вот мы не можем мечеть объявить армянской, никак. То есть я знаю там пару армян, которые могут сказать, что мечеть — это часть тоже армянской традиции, потому что они построены, например, в Карабахе, некоторые мечети построены явно армянскими мастерами. То есть есть письменное свидетельство в некоторых случаях, а некоторых это видно по нетипичной архитектуре, как минимум, да, то есть есть традиция каменной кладки и прочее, которая просто не может быть совпадать, да, и в одном случае есть преемственность, в другом нет. Вот, поскольку этой глубины нет, и травма, и роль Карабаха, и то, что случилось у них большая, и поэтому они сейчас вот находятся в таком нерефлексирующем состоянии, да, поэтому они оправдывают все, что делает Алиев. Мне кажется, что все-таки надо вырасти из этого. Вот чего бы не было до какого-то момента, если ты не можешь перечеркнуть и начать с нуля, армяно-азербайджанские отношения, мне кажется, требуют вот этой нулевой точки отчета, потому что каждый раз, возвращаясь куда-то в какую-то точку, мы сразу же проблемную, да, то, что вот Ходжалы мы скажем Сумгайит, то, что Рубен Варданян сказал, и многим в Армении не понравилось, что за Сумгаитом последовал Ходжалы, да, и прочее. Вот все, что они найдут, найдем мы тоже, да, там любой там акт агрессии, резни, погромов и прочее, все-таки, если смотреть на то, сколько армян было в Азербайджане, это 450 тысяч в начале 20 века, да, и 470-80 тысяч к концу 80-х годов, и сколько сейчас там 0. И как они оттуда убирались в результате войн, ну, не бывает была такой гуманитарной войны, да? Не бывает так, что вот разрушается армянское село сейчас, где никогда азербайджанцев не было, например, строится новый азербайджанский квартал, строится мечеть, и говорят, вот это хорошее решение карабахского конфликта. А чем оно хорошо? Чем оно хорошее? То есть, если представить человека с совестью, да, который может открыто, без каких-то таких национальных, то есть объективного человека, мне кажется, это позор, да, точно так же, как вот позорно то, что армянская сторона, например, разрушала какие-то азербайджанские города и поселения. Но армянская сторона все-таки предполагалось любое решение, и власти Армении всегда самые даже такие странные, да, для Азербайджана. Даже Роберт Кочарян, он был готов отдавать эти районы, да, то есть предполагалось, что это будет возвращено рано или поздно. Вот то решение по Карабаху, которое они нам предлагают, предполагает, что армяне никогда не смогут туда вернуться, а если вернуться, они вернутся в пустое место, потому что их населенных пунктов нет, их культурная среда, она полностью уничтожена, да, потому что вот для них Карабах — это недоразумение армянский, тот культурный ландшафт, который отличается от всего, что есть в Азербайджане, да, потому что и архитектура сельская там совсем другая, чем в Агдамском районе. В каждом селе есть церкви, есть какой-то, то есть визуально это отличается. И сейчас они там
пристраивают вот эти стандартные мечети с минаретами, стандартные улицы, стандартные дома. То есть они азербайджанизируют визуально. То есть как это выглядит, что это теперь азербайджанская территория, знакомая по Шики, по Ленкорану, по каким-то другим таким лесным районам, например, Азербайджана. И мне кажется, вот то, что они не предлагают нам никакого решения, если мы говорим о серьезном решении, да, потому что какой-то армянин сказал, Агдам никогда не отдадим, и считать, что это было мнение Армении как государства, это не было. И Серж Саркисян говорил, помните, Агдам не моя родина. То есть Армения была готова вернуть 7 районов, 6,5 районов при решении статуса Нагорного Карабаха. Азербайджан не готов вернуть армян в Нагорный Карабах, где они могут быть нормальными армянами, а не какими-то искалеченными, уничтоженными или адаптированными под азербайджанский нарратив, значит, идентичностью. И в этом вот такая глобальная трагедия конфликта, но мне кажется, вот это нам с этим надо жить, потому что мы решений тоже не имеем, мы не можем решить этот конфликт никак, к сожалению. И это будет такая очередная рана, да, армянской такой истории и идентичности. Но мне кажется, политизировать это, то есть пытаться превратить ее в основу идентичности, призывать к реваншу, попытаться уничтожить Азербайджан или еще раз вернуть Карабах и как-то вот повторить историю, мне кажется, это невозможно. И они тоже это должны понимать, что у нас действительно уже нет таких намерений. И, соответственно, любой шаг с азербайджанской стороны агрессивный, он ведет к тому, что они уже сами себе вредят в долгосрочной перспективе, да, потому что, мне кажется, все-таки вот то, что есть граница Армении и Азербайджана, самое вероятное решение конфликта, что все-таки они останутся неприкосновенными. Следовательно, это надо брать аксиому, как сейчас, исходить из этого, открывать коммуникации и избавить регион от истории конфликта, который существует уже больше 100 лет. Да, и очень часто нам говорят, что вот Россия инициировала этот конфликт, без России этого не было. Ну вот сейчас есть возможность доказать, что не Россия инициировала. Да, но оказывается, как только уходит какая-то внешняя сила, и сами стороны, и в данном случае Азербайджан, он не готов решить конфликт, потому что а зачем решать, если можно без решения как бы чувствовать себя хорошо. Да, и для Ильхама Алиева это еще и проблема с легитимностью власти. Да, вот представьте, закрывается конфликт, открываются региональные коммуникации, Азербайджан больше общается с Арменией и с внешним миром. Вот эти сюжеты постепенно исчезают, а следующая экономика основана на энергетическом секторе и толерантность общества к нарушениям, да, к клановой структуре, к коррупции, к очень дикой коррупции, к патриотической пропаганде, за которой замаскированы вот такие экономические интересы каких-то кланов и прочее. Она падает, и люди начинают задавать вопросы, почему мы так плохо живем, почему у нас социальные проблемы не решаются, а зачем ему такой Азербайджан. То есть, в принципе, он выстроил систему власти, где без армян у него больше проблем. Без армян в качестве врага, да, чем вот когда армяне есть, когда можно даже не подогревать конфликт, но можно сваливать снимать, условно говоря, все проблемы на них, это очень хорошее решение. Ну, собственно, и в Армении это будет, наверное, работало бы, если бы в Армении были ресурсы, да, потому что вот я смотрел реакцию футбольного матча Армения-Грузия, и там армянские болельщики возмущались, опять политизировали, да, вот этот фактор, что вот поражение связано с тем, что Армения все сдает, всюду проигрывает. Вот я представил, если бы в Армении были ресурсы, как у Азербайджана, у России, например, вкладывать в спорт огромные деньги и специально получать результаты, чтобы это использовать в политической пропаганде. И у нас бы это тоже делались, и мы бы превратились тоже в такое авторитарное общество. Вот почему Армении повезло? Мы не сложились, у нас такая же культура и такой режим власти, потому что у нас не было ресурсов реализовывать детские мечты людей, да, подростковые скорее мечты, там, что мы в футболе должны всех порвать, извините за выражение, там, в каких-то других отраслях. Это заставляет как бы серьезнее относиться к проблемам, а в вопросе спорта и, наверное, более равнодушно, да, относиться. Но вот авторитарные, почему в Армении не сложилось, это нехватка ресурсов. Вот если бы было культурная основа, в принципе, у нас, конечно, есть различия между Арменией и Азербайджаном, но она не такая сильная, и
как показывают и кризисные периоды, вот когда есть поражение, когда есть ресентимент, есть какие-то недовольства властью, и если бы в Армении были ресурсы, здесь можно было тоже развернуть пропаганду и построить такой железный кулак армянского варианта, да, и вкладывать деньги в футбол, и не знаю, вот какие такие вещи делать. Спасибо. Вы говорите, вопрос Карабаха, если бы завершился конфликт. Да, может быть, Алиев по-своему закрыл вопрос Карабаха, но всеми своими действиями и заявлениями вроде бы доказывает, вот это я в форме вопроса, доказывает ли, что нет, конфликт не завершен, он продолжает в ползучей форме войну, теперь уже перенес на территорию Армении. Вы говорите, вот, конфликт закончен, может быть, время, и не только вы, все считают, что вот, вопрос был в Карабахе, карабахский вопрос так или иначе, в общем-то, разрешился, так как решение видел Алиев и Азербайджан. Но вопрос в том, что может быть, действительно, эта ползучая война, она продолжается и перенесена на территорию Армении? Да, конечно. Нет, можно, если бы продолжался тот же конфликт, который был до этого, да, например, мы видели в 2022 году было вторжение на территорию Армении, был Карабах. Потом они взяли все высоты по периметру, которые примыкают к Нагорному Карабаху. И устроили военную операцию в самом Карабахе. То есть, с одной стороны, отрезали от Карабаха прилегающие участки территории Армении, чтобы наблюдать за тем, чтобы из Армении не было какой-то помощи. Затем решили вопрос Карабаха. И после этого вторжений на территорию Армении, Азербайджан, не было, да, азербайджанских вторжений. Насколько карабахский вопрос, насколько это долго будет продолжаться, это ключевой вопрос. Потому что если не решаешь конфликт, рано или поздно придется хотя бы каким-то слабые какие-то проявления прежнего конфликта использовать, да, военную силу, еще какие-то рычаги, ну или заморозить все, искать, я не буду с вами переговариваться, просто вот как есть, так и есть, закрытая, то есть по сути не граница, а вот линия опять фронта, и существуем, пока вот у меня не поменяется настроение или у вас что-то не поменяется. Называется ситуация ни войны, ни мира. Да, вот эта ситуация ни войны, ни мира, она скорее всего самая такая комфортная в Азербайджане, как мне кажется. То есть она считается для них тоже инструментом давления, потому что периодически можно включать очень вяло текущий режим пропаганды и каких-то пограничных инцидентов, потом призывать решать какие-то вопросы и надеяться, что вот можно потом получить то, что хочешь, или не дать Армении получить то, что хочет Армения сейчас, потому что Армения сейчас хочет мира, и вот Азербайджан этим и пользуется, да, вот понимая, что для Армении мир имеет большую ценность, чем для себя, и пытается не дать этот мир. Даже вот если других требований нет, считать, что там Зангезурский коридор это такой чисто тоже пропагандистский трюк. Западный Азербайджан, концепция тоже пропагандистский трюк. Они пытаются как минимум не дать Армении возможности для роста и развития. Но то, что существование в режиме конфликта и тем более такого стареющего авторитарного режима, это таит в себе угрозу, это очевидно, да, потому что это состояние, оно неадекватное. Оно подпитывает и определенную склонность человека, плюс человек с возрастом становится более циничным и более жестоким, и Алиев все старше и старше, да, то, что произошло, в принципе, с Путиным, да, к концу он превратился в человека, который развязал самую кровавую войну в Европе после Второй мировой войны и уничтожил огромные территории, большое количество городов, не добившись тех результатов, которые хотел, то есть став военным преступником. Вот у Алиева эта склонность, тем более он раньше развязал войну, да, и пошел против мейнстрима, так скажем, она есть, и считать, что он безопасный такой человек, наверное, было бы ошибкой. Но то, что в интересах Армении и Азербайджана как стран, чтобы у нас все-таки не было войны, это очевидно. И то, что надо рано или поздно повзрослеть и открыть новую страницу, где, если ты не можешь решить вопросы с памятью, историческим прошлым, их надо пока откладывать, решать практические вопросы, которые есть в повестке сейчас, и потом потихоньку касаться этих вопросов. Да, как вот вчера мы говорили с Арифом Юнусом, он привел пример
Германии и Польши, да, где вот тоже там немецкое население было изгнано после Второй мировой войны, но есть там проблема захоронений, памятников, какой-то такой травмы исторической у поляков, у немцев, которые покинули территорию Польши. И, то есть пытаться вот такие вопросы решить при помощи политики памяти, учебников, еще что-то. То есть такие решения есть, они сложные, да, и понятно, что и мы тоже не всегда готовы к решениям. И, как правило, если у нас возникает какая-то проблема, решение, которое предлагает дискурс общественный, политический, даже партии, это неадекватное решение. То есть желание попытаться углубиться в суть вопроса нет, есть желание пользоваться внутренней комфортной риторикой, мобилизовать массы людей, культивировать ненависть и обращаться к травмам, в том числе и коллективным, историческим, и тем самым не решать эти вопросы. Да? Вот есть избегание этих вопросов, они, потому что это травмы тоже. Да? И даже небольшая тема 4 сел, которая была в прошлом году, мы видели, насколько серьезные пласты возмущений, разной риторики. До сих пор считается, что Армения отдала какие-то свои территории. Да, стратегические просто, потому что те территории, которые отдает, Армения всегда смотрит, а если завтра Азербайджан использует это преимущество или эти территории для удара по Армении? Это можно, Азербайджан, так много возможностей и направлений для удара Армении. Считать, что именно вот на участке этих 4 сел были самые выгодные понятно, позиции. Это все понятно. Но те, кто знают карту, знают, что эти участки как раз положены. И, мне кажется, у Азербайджана как минимум 4-5 участков, где они при желании военного сценария могут устроить Армении гораздо более серьезные проблемы. Повальное насаждение страха, что вот я завтра войду с войной, приду с войной, мы захватим. Да, конечно, это неадекватная ситуация, то есть в таких условиях проводить делимитацию, демаркацию, это было очень рискованный сценарий для армянской стороны, и люди это чувствовали, но как это использовалось, в политической пропаганде внутренней, и вообще как воспринимали, потому что часто, когда говорят про пропаганду, ощущение, что есть люди, которые знают одну картину, они у них все реальность есть, но они манипулируют другими людьми. Но у нас часто проблема внутри армянской ситуации, люди, которые принимают политические решения или претендуют на то, что принимают политические решения, их пропаганда – это то, что они иногда на самом деле думают. И это очень большая проблема. Это значит, что это неадекватное мышление, это люди, которые не представляют реальность. И в итоге, если прилагать эти знания к решению политических проблем, у нас будет гораздо более серьезная ситуация, будет серьезная гораздо. Спасибо большое. Да, вам тоже спасибо. Огромное спасибо. Политический аналитик, ассоциированный эксперт Центра изучения политики безопасности Самвел Меликситян был у нас сегодня в гостях. Беседу вела Гаяна Аракелян. Всех благ.